моих этих самых. У меня гораздо больше на страницу всяких. Регалий. Да, Ну, неудивительно. Вся жизнь науки. Всем должен. Всем должен. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами проводим в рамках просветительского проекта совместного с УРУ-РАН. Проект называется «Наука в школе». И в рамках нашего проекта сегодня у нас проводит вебинар на тему христианизации и цивилизационная революция народа Коми в XIV-XVI веках. Мацук Михаил Александрович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник лаборатории археографии и публикации документов по истории освоения Европейского Севера, Института языков и литературы. Языка литературы, да. И истории центра Уральского отделения Российской академии наук. Совершенно верно. Спасибо, Михаил Александрович. Пожалуйста, можно Дорогие друзья, здравствуйте. У нас, у историков очень много работы и очень много вопросов, которые мы исследуем. Вы специалисты тоже в области истории, и если вы посмотрите несколько обобщающих трудов, например, очерки по истории Коми АССР, том 1, который вышел в 1955 году, потом история Коми АССР с древнейших времен до наших дней в 1978 году и современные обобщающие труды, вы увидите, что наши знания по всем вопросам накапливались, обобщались, анализировались и уже в качестве, ну так скажем, общепринятых сведений публиковались в этих самых трудах. Но процесс работы идет, исследования постоянно проводятся, и поэтому появляются все новые и новые результаты исследований. Вот с одним из результатов совсем недавних исследований, которые я лично проводил, я и познакомлю вас. Вы знаете о том, что одним из наиболее выдающихся событий в истории Коми является христианизация Коми края и народа Коми. Вы знаете в общих чертах о том, что христианизацию начал проводить иеромонах Стефан, который в 1380 году пришел на место, которое сейчас мы называем Усть-Вым. Там возникло поселение, и сейчас это большой крупный населенный пункт. А тогда, когда он пришел, там не было ничего, там было капище языческое, и вот там он поселился. Через 3 года была создана Пермская епархия. И эту Пермскую епархию возглавил опять же Стефан, которого возвели из иеромонахов в сан епископа Пермского. Он после того, как была создана епархия, начал активно заниматься просветительской деятельностью, гораздо активнее, чем он имел возможность заниматься, будучи иеромонахом. И к концу своей жизни в 1396 году он оставил уже сформировавшуюся епархию. Продолжали его преемники миссионерскую деятельность по христианизации различных, ну так скажем, групп народа Коми. И особенно в этом сильно продвинулся святитель Петерим, епископ Пермский, Усть-Вымский, который даже посетил Великую Пермь. Это в окрестностях Чердыни он побывал. Это все вы знаете прекрасно. Есть там много моментов интересных, есть там много моментов, которые не отмечаются у нас
пока вот в этих обобщающих трудах и не входят в учебники, и вы о них не говорите пока детям, ну, они есть, и если будут вопросы, я отвечу. Сейчас же я хотел бы обратить внимание на то, что дала христианизация народу коми. Я буду читать свой текст. Это будет чисто академическая лекция, так что приготовьтесь слушать. Кстати сказать, этот текст был мною опубликован в 2013 году в журнале «Вопросы истории и культуры северных стран и территорий». Как раз мы праздновали тогда 630-летие создания Пермской епархии. Итак, я начинаю. Коми-племена примерно в X веке вошли в состав русского государства, точнее в территории Великого Новгорода на правах колонии, население которой платило дань. Примерно через 400 лет, в 1380 году, в устье реки Выми пришел для проповеди христианства иеромонах Стефан. Вскоре, как я уже говорил, была создана Пермская епархия, новая епархия Русской Православной Церкви с центром в Усть-Выми. Фактически это означало включение территории Пермской епархии в состав Московского государства и исключение этой территории из состава Новгородского государства. Я сейчас постараюсь показать, какая была территория Новгородской республики господина Великого Новгорода, но тут вот непосредственно сам находился Великий Новгород, его Петины, а вот тут находилось Заволочье, вот, по Двине и так далее. А вот дальше идем, вот, уже тут находились колонии вот этого господина Великого Новгорода, которые были до Урала и по обрезу береговой линии Северного Ледовитого океана. Уже в XII столетии Ростово-Суздальское княжество, оно начинает потихоньку, полегоньку вторгаться в пограничные с землями Великого Новгорода территории, и основывается город Великий Устюг. И вот подчиненность вот этому Великому Устюгу, это вот немножечко самый у нас идет, значит, самое нижнее течение реки Вычегды, и такие земли пермские, как Велигодская Пермца и Лузская Пермца, это уже тогда входили в состав, перед Стефаном еще входили в состав, значит, Устюжской волости Ростово-Суздальского княжества. Ростово-Суздальское княжество к тому времени уже стало вассалом Московского Великого княжества, и поэтому я и говорю о том, что это в последующем епархия вошла в состав Московского Великого княжества. Я кратко остановлюсь на том, что дали, на мой взгляд, вот эти два очень важных события. Это начало христианизации и создание Пермской епархии. Что они дали для Коми, для Москвы, вообще для нашей страны. Эти наблюдения основаны на широком комплексе письменных археологических источников, введенных в научный оборот и проанализированных и моими коллегами многочисленными, и мною в многочисленных работах. Что же такое представляли из себя пермяне вычегодские, поскольку речь шла в основном о них. Но сначала еще немножечко, чуть-чуть я скажу, что тогда не было единого коми народа, значит, были пермяне вычегодские, которые вот примерно вот на этой линии, вот в этом самом ареале
проживали. Они проживали в современном Ленском районе Архангельской области, там, где Яринск. Это там был, на мой взгляд, вообще центр Вычегодской земли. И поэтому там и город этот был создан. Была Пермь-Вычегодская, Пермь-Сысольская была, были ужговские пермяне или ужговские сирияне. Это те, которые теперешний Койгородский район и дальше уходит на Каму, и дальше уходит в Кировскую и области, и в Пермский край теперешний. Были велигодские пермяне, которые проживали на реке Вилить, и были лузские пермяне, которые проживали по реке Луза. Кроме того, в самом низовье реки Вычегды располагались пыровские или котловские пермяне, и есть некоторые предположения о том, что еще и на Пиниге были какие-то пермские племена. Вообще очень много, вот этот народ, он большую очень территорию занимал, но я еще раз подчеркиваю, это не был один народ, а это был как бы конгломерат племен. Так вот, по данным археологов, значит, за те 400 лет, которые находились пермяне вычегодские, я в первую очередь буду о них говорить, в определенной связи с новгородской метрополией, так вот, произошли определенные изменения в культуре, то есть образе жизни древних коми. Однако они продолжали оставаться в народно-хозяйственном аспекте в основном охотниками и рыболовами, в религиозном аспекте язычниками. Новгородцы устроили укрепленные города, городки, так скажу, это форты или фактории, в которых они посылали людей, сборщиков дани и так далее. Вот эти люди проживали там, собирали дань с местного населения, взимали определенные, ну тоже скажем, дани или таможенные платежи с тех людей, которые проходили за Урал по этим территориям. Так вот, новгородцы, на мой взгляд, были озабочены лишь сбором дани, а другие аспекты взаимоотношений с местным населением для них, видимо, были ограничены лишь удовлетворением собственных потребностей. Несмотря на большие успехи археологов Коми, мы, к сожалению, не имеем базовых данных, характеризующих любой народ. Мы не знаем, были ли древние пермяне ко времени христианизации, то есть к концу XIV века, оседлым народом. Или они проживали в определенной местности несколько лет и потом переходили на другое место, где еще не были потревожены звери и птицы. Мы не знаем, насколько широко в жизнь древних пермян вошли ко второй половине XIV столетия скотоводство и начатки земледелия. Не были ли эти занятия присущи лишь некоторым пермянам, которые проживали в непосредственной близости от новгородских укрепленных поселений? Складывается впечатление, что ко времени христианизации основная территория Перми-Вычегодской, а вероятно и Перми-Сысольской, была заселена незначительными по численности группами охотников, рыболовов, собирателей, которые переходили с места на место, не оседая где-либо на постоянной основе. Христианизация изменила отношение пермян к оседлости. В системе православной культуры одним из основных моментов является наличие приходского храма с кладбищем и домами для клира. Клир – это священник, псаломщик, просфорня. Такую систему должен был ввести и, несомненно, ввел уже первый пермский епископ Стефан. Его расширили преемники Стефана. Клирики приходских храмов уже с конца XIV века начали ставить свои дворы в непосредственной близости от храма на погосте. Постепенно возле погостов селились прихожане из пермян. Так возникали деревни с постоянным населением. Христианизация через побуждение к оседлости и изменение рациона питания в связи с исполнением необходимых религиозных требований
способствовало переходу пермян от присваивающих к производящим отраслям хозяйства, в первую очередь к земледелию. Почему? Потому что если одним из главных продуктов питания пермян-язычников были мясо и рыба, то пермяне, принявшие христианство, вынуждены были в значительной степени употреблять растительную пищу, овощи, злаки. То есть пермяне-христиане самим фактом принадлежности к христианской церкви были принуждены становиться земледельцами. Переходу к земледелию как основному занятию, дающему пищу, способствовал и процесс перехода к оседлости и наоборот. Переход к земледельческому типу хозяйства помогал успешному ходу процесса оседания на земле в конкретных местах проживания. В свою очередь, расчистки лесных полян под посевы и сенокосные угодья, строительство населенных пунктов, расположенных достаточно близко друг от друга, приводило к тому, что зверь уходил вглубь нетронутых человеком лесов. Это значительно затрудняло занятие охотой, но от этого выиграло земледелие и скотоводство. Крестьяне больше занимались этими занятиями, втягиваясь в них и привыкая к ним. Несомненно, что земледелие упрочивало свои позиции в Коми-крае благодаря примеру церковных клириков и монахов. Ну а монахи, как вы знаете, не употребляют мясо в пищу вообще. Изменение в хозяйственном приоритете пермян произошло не сразу, но по историческим меркам достаточно быстро, за 150-200 лет. Это подтверждается таким косвенным фактом, как изменением основного принципа налогообложения коми. Так, если при описании 1481 года пермяне облагались налогом по лукам, как народ преимущественно охотничий промысловый, то уже при описании 1564 года, то есть через 80 лет, налог исчислялся на основании песцовых данных об их пахотных угодьях. А единицей обложения стала условная саха, как и в других земледельческих районах европейского севера России. Роль земледелия в жизни коми с начала XVI века стремительно возрастала, а роль охоты как основного занятия также стремительно падала. Уже в конце XVI столетия описание 1585-86 годов, песцовая книга, зафиксировала, что охотой с использованием ловчих орудий слабцов занимались лишь отдельные крестьяне. В большинстве же населенных пунктов и дворов таких орудий промысловой охоты не было. То есть к концу XVI века коми окончательно стали земледельческим народом, получающим основные продукты питания от занятий сельским хозяйством. Совсем свежие данные. Буквально в конце ноября я закончил исследование такого очень важного вопроса, как землевладение коми-крестьян конца XVI столетия. И сейчас могу вам сказать, что размер пахотных угодий на один средний крестьянский двор был в тех же масштабах, как, например, был на Пиниге, как, например, был в Заонежских погостах. И это давало возможность коми-крестьянам получать достаточно большие уже объемы земледельческой продукции. На один двор приходилось более 1/10 пашни. Оседлость и приоритет земледелия – наиболее важные в народно-хозяйственном плане аспекты происшедшей цивилизационной революции. Христианизация способствовала революционным изменениям и других сторон материальной культуры, а также духовной культуры коми. Рассмотрим архитектуру. В сфере архитектуры переход к оседлому и земледельческо-скотоводческому образу жизни привел к колоссальным изменениям в домостроительстве. Наш археолог, к сожалению, уже ушедший из жизни Клим Степанович Королев, на основании своих многочисленных раскопок приводил данные о том, что коми жили в домах, так скажем, типа землянок и полуземлянок.
А Савельева Элеонора Анатольевна предполагает, что кроме землянок и полуземлянок у них еще были крохотные временные деревянные строения типа охотничьих избушек, то есть максимум 2 на 2 метра. Коми, по примеру церковных клириков, после того, как прошла христианизация, переходит к строительству достаточно просторных, капитальных жилых домов и хозяйственных построек, адаптировав их в соответствии с условиями суровой природы края, выстраивая их зачастую в одном строении. После создания Пермской епархии в Коми-крае появляются неизвестные ранее здания храмов. Я говорю об этом, то есть о том, что такие здания были, вероятно, неизвестны пермянам Вычегодско-Вымским, а вероятно и Сысольским, опираясь на данные местных археологов о раскопках новгородских укрепленных становищ-городищ. Там археологи не нашли следов существовавших храмов. То есть на территории этих городищ храмов, вероятно, не было. Следовательно, впервые христианские храмы появляются в Коми-крае только после создания Пермской епархии. Здания, предназначенные исключительно для совершения богослужений, способствовали расширению знаний пермян в области архитектуры. Христианизация через храмовые иконы способствовала появлению у пермян знаний о живописи. В храмах епархии появлялись иконы, созданные в иконописных центрах Московской Руси. При дворе епископа Пермского была создана своя иконописная мастерская. Уже, вероятно, с конца XIV века некоторые иконы создавались на месте в Коми-крае. Так церковное предание утверждает, что икона Троицы Зырянская была создана самим Стефаном, епископом Пермским. Несомненно, что к созданию икон в Усть-Илимской мастерской прилагали свои усилия и некоторые пермяне. Со временем в крае появились свои династии иконописцев из коми-населения. Широко известно, что христианизация сделала пермян письменным народом. И именно она, христианизация, познакомила пермян с книжной культурой. По данным московского историка Бориса Николаевича Морозова, в XV столетии в Усть-Лыми при дворе епископов пермских действовала книгописная мастерская. Книга была непременным атрибутом православных богослужений, и, вероятно, коми быстро привыкли к ней. Христианизация позволила пермянам совершить революцию в своем представлении о мире. Узколокальное знание о своей территории и некоторых соседях близлежащих земель – это другие группы коми, манси, русские, новгородцы, устюжане, татары, возможно, ненцы, которые имели пермяне, будучи язычниками, были дополнены знаниями из всемирной географии и истории. Пермяне Вычегодские и Сысольские священного писания и житий некоторых святых узнали о существовании Иудеи, Галилеи, Самарии, Египта, Вавилонского царства, Римской и Византийской империи, Греции, Эфиопии, Индии, Киевской Руси, Грузии, Армении и так далее. Они узнали о достопримечательностях ряда стран: Иерусалимском храме, Римском Колизее, Афинском Ареопаге и так далее. Пермяне узнали о существовании морей, островов, о великих реках и горах. Они узнали о невиданных животных и растениях, о некоторых народах, населяющих землю. Через богослужебные книги и житийную литературу пермяне узнали о существовании мировой истории и ознакомились с наиболее важными фактами священной истории, жизнью и деяниями Христа Спасителя, Его пречистой матери, апостолов, праотцов и патриархов иудейских. Они узнали о существовании египетских фараонов, римских кесарей, правителей отдельных территорий Римской империи, иудейских царей, пророков, судей, первосвященников иудейских и так далее и тому подобное. Трудно оценить колоссальный объем новых знаний, полученных и обученными в епархиальной школе церковными клириками и простыми прихожанами-пермянами. Причем объем этих знаний постоянно увеличивался за счет освоения истории русского государства и введения в постоянный богослужебный оборот новых богослужебных книг и житий других святых. Результат христианизации – коренное изменение образа жизни и превращение коми в народ,
приобщенный к мировым ценностям и мировой христианской цивилизации. Народ, разорвавший рамки локального обособленного существования. Подчеркну следующее. Это произошло потому, что сами коми захотели измениться. В истории есть факты, в том числе и у соседних с коми народов, таких как ханты и манси, как ненцы, когда эти народы не захотели принимать проповедуемое им христианство, не захотели изменить свой образ жизни. Они в своем образе жизни оставались вплоть до советского периода истории страны. Ну а сами понимаете, что в советский период истории страны уже надо было делать единый народ, и поэтому не обращали внимания на то, что они хотели, и они стали обычным советским народом ненцев, обычным советским народом хантов и манси. Со всеми атрибутами: школой, здравоохранением, промышленностью, сельским хозяйством коллективизированным и так далее и тому подобное. Еще раз хочу подчеркнуть, что христианизация коми совершилась в основном в рамках созданной Пермской Усть-Илимской епархии. И это ни в коем случае не перечеркивает подвижнического труда иеромонаха Стефана, в течение 3 лет проповедовавшего отдельным пермянам истины православия. Он начал в ранге иеромонаха, а продолжил и, главное, завершил в ранге епископа Пермского Усть-Илимского. И еще раз подчеркну то, что создание Пермской Усть-Илимской епархии значительно облегчило для коми сам процесс цивилизационной революции. Я рассказал о том, что дала коми народу христианизация. Теперь очень кратко остановлюсь на том, что дало коми народу фактическое включение территории Пермской епархии в состав Московского государства. Выше я говорил, что пермяне, находясь в составе Новгородского государства, вероятнее всего рассматривались новгородцами лишь как объект для получения дани и для меновой торговли. Правителями Великого Новгорода они рассматривались не как подданные, а как население далекой колонии, живущие своей жизнью. Московские великие князья сразу после создания Пермской епархии и включения вычегодских, вымских и засальских коми в состав Московского государства стали рассматривать их в качестве своих подданных, имевших права и обязанности. Первые 60-70 лет после создания епархии пермяне не несли перед Московским государством никаких обязанностей, возможно, за исключением обязанности быть верными чадами Пермской епархии. В то же время они обладали постоянно подтверждаемыми правами защиты Московским государством от военных опасностей и снабжения их всем необходимым для жизни православного христианина. Лишь в конце первой четверти середины 15 столетия их родовые ополчения, возглавляемые их родовыми старейшинами-сотниками, стали принимать участие в боевых действиях в окрестных землях на стороне московского войска. И лишь с 1451 года, после приезда в край официального представителя московского великого представитель московского великого князя именовался князем Вымским. Тогда начали выстраиваться отношения административной подчиненности родовых старейшин наместнику великого князя. И лишь с 1480-х годов, после первого описания земель Пермской епархии, с пермян стали взимать государственные налоги сначала пушнины, а с 1560-х годов, а возможно и немного ранее, деньгами. С середины 16 столетия коми, вошедшие в состав черносошных крестьян Московского государства, стали сопричастны ко всем событиям, происходившим в русском централизованном государстве. Именно статус подданных, полученных коми с момента создания Пермской епархии и включения ее территории в состав Московского государства, явился базисом для активного участия коми в защите общего Отечества в XVI и последующие века, в их участии в освобождении Москвы от польско-литовской интервенции в период смуты,
в их участии в войнах по освобождению Украины и Белоруссии и в защите юга России от кочевников. И именно статус подданных привел к активному участию Коми в присоединении Сибири и Дальнего Востока к России и в освоении обширных пространств за Уралом. Именно статус подданных был основанием для значительного расширения территорий проживания самих Коми и переселения их в разные регионы страны, их активных торговых и промысловых операций в других регионах страны, включая столичные города Москву, позднее Санкт-Петербург, ну и так далее. Цивилизационная революция народа Коми не свершилась в какой-то год или месяц. Она прошла достаточно долгий временной путь, по разным позициям разный. В целом, начавшись в 1383 году, она завершилась, вероятно, к середине XVI века. Результат данной цивилизационной революции – Коми народ стал народом российской и европейской цивилизации, одним из народов-строителей великого российского государства. Все, уважаемые друзья, я закончил свой монолог. Если будут какие-то вопросы, я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Михаил Александрович. Очень интересные данные. Я думаю, что даже для учителей истории, которые сегодня смотрят наш вебинар, они услышали здесь для себя какие-то новые факты. Несомненно. Ну, вот я смотрю, что у нас вопросов нет. Поскольку этого в учебниках еще нет. Да. Будут. Когда-нибудь будут и в учебниках эти данные. Ну, мы вас благодарим за то, что вы также вносите свой бесценный вклад в развитие истории, да, в том числе Коми края, и что у наших детей будет возможность когда-то действительно и в учебниках это увидеть, а что у наших педагогов также есть возможность уже сейчас к этим самым современным данным приобщиться благодаря вам. Спасибо. Большое вам спасибо за вам. теплые слова. Да, большое спасибо, уважаемые наши зрители, кто нас сегодня смотрел. И на этом мы завершаем наш сегодняшний вебинар.